В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Министерству финансов России поручено в недельный срок определиться с объемом бюджетной поддержки деятельности единой дальневосточной авиакомпании, чтобы максимально быстро начать полеты по новым социально значимым маршрутам внутри региона. Такое поручение дал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с тем, дальневосточные регионы совместно с авиакомпанией «Аврора» должны будут подготовить предложение по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности. В продолжении темы Минтранс России, Росавиация, Минфин России представят предложение по обнулению аэропортовых сборов, взимаемых с федеральных казенных предприятий аэропорты Севера, аэропорты Дальнего Востока, аэропорты Чукотки и аэропорты Камчатки для снижения размера экономически обоснованных тарифов единой дальневосточной авиакомпании для регулярных пассажирских перевозок на местных воздушных линиях. Главе Якутии и губернаторам Камчатки, Чукотки и Хабаровского края поручено ускорить завершение необходимых корпоративно-правовых процедур по передаче 25% плюс одного пакета акций региональных авиакомпаний в управление авиакомпании «Аврора». Компания «ЕТЭК» впервые с 2015 года произвела бурение скважины на Талонском месторождении. Разработка поисковой скважины номер 19 Талонского лицензионного участка, расположенной в 3 километрах от поселка Тымпы, необходима для изучения строения недр и оценки перспектив газоносности. На начало лета запланирован отбор более 600 метров керна. Данные послужат основой для уточнения запасов, в том числе для перевода их в промышленную категорию. Работы проводятся в рамках кампании по наращиванию разведанных запасов сырья для реализации стратегии развития ЯТЭК. Стратегия включает в себя подготовку к реализации крупнейшего в России проекта по производству сжиженного природного газа «Якутский СПГ». Продолжая тему, ЕТЭК завершила второй сбор заявок на покупку своих облигаций. Объем выпуска составляет 5 миллиардов рублей, срок обращения облигаций 4 года. Размещение ценных бумаг на московской бирже вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. В частности, величина спроса превысила первоначальный объем выпуска. Так, в общей сложности компания получила заявки на сумму 7 миллиардов 700 миллионов рублей, из которых 1 миллиард рублей со стороны частных интересантов. Отметим, что выпуск облигаций нацелен на финансирование инвестпрограммы. Денежные средства планируется направить на геологоразведочные работы, капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа, а также на капремонт скважин и проекты по решению вопросов промышленной и экологической безопасности. Канадская компания Silver Bear Resources в 2020 году добыла почти 2 миллиона унций серебра в рамках мангазийского проекта в Кобяйском районе Якутии. Это на 22% превышает результат, добытый годом ранее. Как следует из отчета компании, рост вызван преимущественно 9% увеличением объемов переработки руды за счет полного ввода в эксплуатацию технологического оборудования для рентгеноабсорбционной сепарации. Что касается выручки Silver Bear Resources от продаж серебра, то она выросла в 2,5 раза и составила почти 52 миллиона канадских долларов. Такой результат обусловлен 22% ростом объемов реализации драгметалла, а также увеличением средней цены на серебро до $20 за унцию. Отметим, что Silver Bear Resources через свою дочернюю компанию «Прогноз» владеет лицензиями на разработку ряда месторождений «Вертикальная», «Нижний Индыбал», «Северный» и «Южный Мангазейский» в Кобяйском районе Якутии. Общая площадь лицензированной территории составляет 550 квадратных километров. Разработка попегайского месторождения импактных алмазов, которое находится в Красноярском крае на границе с Якутией, даст мировой промышленности новое сырье. По мнению экспертов, оно будет востребовано в различных отраслях экономики, и ежегодный спрос на него может составить до 1 миллиарда карат. В настоящее время мировая промышленность использует природные, технические и искусственные алмазы. Скорость, с которой обрабатывают импактные алмазы, в 2–2,5 раза выше, чем у синтетических или природных технических алмазов. Их износостойкость выше от 3 до 6 раз, термоустойчивость выше на 250 градусов. Это позволяет использовать попегайские алмазы во многих современных высокотехнологичных направлениях, в том числе в обработке сверхтвердых металлов, сверхточной обработке мелких и оптических изделий, в электронике, оборонной промышленности, нефтедобыче, ракетостроении, машиностроении и медицине. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.